Урок 11. Приметы в природе. На уроке узнаете, что такое лексическое значение, однозначные и многозначные слова. Примета. Что такое? Первое значение – отличительное свойство, признак, по которому можно узнать кого-нибудь или что-нибудь. Второе значение – в суеверных представлениях явление, случай как предвестие чего-нибудь. Например, верить в приметы. А приметы кого-нибудь – это, например, высокого роста, черные волосы, голубые глаза – это тоже приметы. То есть слово «примета» имеет два значения. Лексическое значение слова – это то, что обозначает данное слово. Лексическое значение слов объясняется в толковых словарях. Упражнение 70. Прочитайте и озаглавьте текст. Почему чабаны боялись удаляться от базы? Почему старик спокойно угонял телят на пастбище? По какой примете он узнавал погоду? Определите лексическое значение выделенных прилагательных. Пасмурное, холодное, ветреное утро говорило, что вот-вот начнется дождь. Все чабаны боялись удаляться от базы, а старик спокойно гнал маленьких телят далеко в степь. «Куда ты с малышами, аксакал?» – кричали ему чабаны. «Дождя сегодня не будет», – отвечал он. И старик угонял телят на хорошие далекие пастбища. Он узнавал погоду по поведению лягушек. Старый чабан говорил: «Если они на берегу сидят, будет дождь, а если в воде сидят, дождя не будет». В русском языке есть слова, которые имеют одно лексическое значение. Это однозначные слова, бір мағыналы сөздер. Например, ландыш, тюльпан, луг, озеро. Слова, имеющие несколько значений, называются многозначными, көп мағыналы сөздер. В толковом словаре можно узнать, является ли слово однозначным или многозначным. Разные лексические значения многозначного слова помещаются в одной и той же словарной статье и нумеруются подряд. Например, слово «иголка» многозначное. Первое значение – инструмент для шитья. Толстая, тонкая иголка, иголка с ниткой. Я уколола себе палец иголкой. Второе значение – лист хвойного дерева. Зеленые иголки сосны, елки. И третье, обычно во множественном числе употребляются колючки на теле животных, иголки ежа. Слова бывают однозначные, одно значение, и многозначные, когда несколько значений. Слово «иголка» многозначное, потому что это инструмент для шитья, иголки у ежа и листики хвойного дерева. Упражнение 71. Укажите в тексте слова, которым соответствует данное определение. Какими словами они являются, однозначными или многозначными? Докажите, опираясь на толкование слов. Место, где пасется скот, безлесое ровное пространство с травянистой растительностью в зоне сухого климата, детеныш коровы, пастух, пасущий овец, бесхвостое земноводное с длинными задними ногами, приспособленными для прыгания. Упражнение 72. Выпишите из текста упражнения 70 слова, обозначающие название предмета, качества или признака. Ответы снизу. Упражнение 73. Послушайте текст, о чем вы узнали, сформулируйте определение биометеорологии, используя слова из текста. Сколько значений имеет это слово? Наблюдая за поведением диких животных, можно заранее предугадать изменения погоды. Этим занимается специальная наука биометеорология. Заметив, например, что ласточки стали летать над самой землей, можно предсказать скорый дождь. Объясняется это просто. Воздух насытился водяными парами, и мелкие насекомые стали летать ниже, чем обычно. В погоне за насекомыми спустились ниже и ласточки.
Упражнение 74. Прочитайте текст. О какой примете идет речь? Найдите предложение, в котором выражена основная мысль. В каком из данных значений употреблено многозначное слово «сухой»? Уже на краю небес журавли, уже их четкий строй слился в тонкую линию, уже наступила прозрачная осенняя тишина, а я все гляжу в синеву, где проплывают маленькие белые облачка паутины. Есть примета, что такие паутинки – признак устойчивой хорошей погоды. Изменение погоды хорошо чувствуют многие насекомые, пауки тоже. И долго быть в хорошей сухой погоде, если летят на ровных нитях маленькие воздухоплаватели. Упражнение 75. Ознакомьтесь с приметами природы. Передайте содержание текстов на русском языке. Табиғат сырлары. Егер де күзде ағаштардың жапырақтары тез түсіп қалса, қыс қатты болады деген сөз. Күзде тауықтардың жүні түсе бастаса, қыс жұмсақ болады. Алғашқы жаңбыр тамшылары ірі болса, ол ұзаққа созылмайды. Күн ұясына кірерде нұры қызғылт болып батса, ертесі күні күн жылы болмақ. Кемпірқосақ жасылдана түссе, жаңбыр ұзақ жауады. Ал қызғылтты көбейсе, жаңбыр ашылады. Ал көгілдір түсі мол болса, күн айықпайды. Құстар ұясын ағаштың күнге жағына салса, жаз салқын болады. Құстардың жүні үрікпесе, ауа райы бұзылады. Ұшып келген құстар көпке дейін шырылдамаса, күн салқын болмақ. Егер де құстар тына қалса, күн күркірейді. Жаңға көп болса, саңырауқұлақтар аз болса, қыс қарлы әрі қатаң болады. Упражнение 76. Прочитайте приметы бури. Какие из этих примет вы наблюдали в жизни? Переведите слово «буря» на родной язык. Выясните, сколько значений имеет это слово. Слабый иней и заметное потепление к буре. Молния зимой к буре. Громкое чириканье воробьев сразу после бури обещает прекрасную погоду. Если цветок календулы не раскроется до 7 часов утра, будет буря. Упражнение 77. Прочитайте, как описывает бурю Сергей Есенин. Ознакомьтесь с анализом стихотворения. Буря. Дрогнули листочки, закачались клены, золотистых веток полетела пыль. Зашумели ветры, охнул лес зеленый, зашептался с эхом высохший ковыль. Плачет у окошка пасмурная буря, понагнулись ветлы к мутному стеклу, и качают ветки голову понуря, и с тоской угрюмой смотрят полумглу. А вдали чернее выползают тучи, и ревет сердито грозная река. Подымают брызги водяные кручи, словно мечет землю сильная рука. Первые строки стихотворения посвящены описанию природы перед наступлением ненастья. Используя глагол «дрогнули», поэт показывает читателям неожиданность случившегося. Буря, разыгравшаяся посреди летнего дня, благо для природы. Пыль, полетевшая с золотистых веток, высохший ковыль, растения долго томились без влаги. Дождь для них стал настоящим спасением. Во второй строфе солнечный свет сменяется полумглой, постепенно окутывающей землю. В третьем и последнем четверостишьях появляется черный цвет. Небо начинает затягивать тучами, ревет сердито грозная река, поднимают брызги водяные кручи, содрогается земля. Сергей Есенин подмечает малейшие изменения, происходящие в природе перед грозой. Упражнение 78. Заполните таблицу и запишите примеры художественно-изобразительных средств из стихотворения Есенина «Буря». Упражнение 79. Литературный диктант. В стихотворении Есенина описывается. Основную мысль стихотворения можно сформулировать так. Ключевые слова стихотворения. Стихотворение можно озаглавить так. В этом стихотворении поэт утверждает мысль о. Ответы снизу. Упражнение 80. Прочитайте текст и объясните его название. О чем рассказывает писатель? Приметы. Чтобы не заблудиться в лесу, надо знать приметы.
Находить приметы или самим создавать их – очень увлекательное занятие. Настоящими приметами считаются те, которые определяют погоду и время. Они связаны со всем – с цветом неба, с росой и туманами, с криком птиц и яркостью звездного света. В приметах заключено много точного знания и поэзии. Самая простая примета – это дым костра. То он поднимается столбом к небу, спокойно струится вверх, выше самых высоких ив, то стелется туманом по траве, то мечется вокруг огня. И вот к прелести ночного костра, горьковатому запаху дыма, треску сучьев, пушистому белому пеплу присоединяется еще знание завтрашней погоды. Паустовский. О какой примете идет речь в тексте? Какие яркие образные выражения использует писатель? В каком из приведенных значений употреблено многозначное слово «стоп» в выделенном словосочетании? Ответы снизу. Упражнение 81. Прочитайте приметы. Для этого вам нужно собрать предложения из приведенных в разброс слов. Ответы снизу. Укажите верные и неверные ответы. Однозначные слова имеют одно лексическое значение. Верно. Однозначное слово по-казахски bir мағыналы сөз. Верно. Многозначное слово по-казахски көп мағыналы сөз. Верно. Многозначные слова имеют только два значения. Неверно. Разные лексические значения многозначного слова помещаются в одной словарной статье. Верно. Упражнение 82. Составьте синквейн к слову приметы.